носик, как мы дышим с тобой через носик? Нормально? Еще в младших классах она приняла решение, что будет врачом. И с тех пор упорно шла к своей цели. Мечта сбылась, и вот уже 27 лет Айшат Магомедовна носит белый халат. Начинала свой путь в медицине Айшат с педиатрии. Ее первые пациенты уже давно и сами родители. И даже приводят на прием чад к своему первому врачу. Мы, когда поступали в медицинский институт, мы всегда понимали, какая работа нас ждет. И вот когда так получилось, что поступила на педиатрический факультет, я была рада, что я буду работать именно с детьми. Что именно вот основная моя работа будет именно с детьми. Потому как с детьми это, мне кажется, самая интересная работа. Тимирбиева Айшат Магомедовна окончила Дагестанский государственный медицинский институт в 1996 году. Далее проходила интернатуру в Малгобекской ЦРБ, а в 2003 году поступила в Российскую медицинскую академию последипломного образования, где отучилась на аллерголога и иммунолога. Сегодня Айшат Магомедовна работает именно по этим узким направлениям. Приходят люди, и им становится лучше, и ты понимаешь, что ты, вот благодаря тебе, результаты те, которые ты видишь, когда ты видишь положительную динамику, и приходят родители, мамы, говорят, вот нам стало лучше, вот как мы сезон перенесли хорошо, как вот нам стало хорошо, и это, конечно, приносит удовлетворение. Наша работа для чего? Вот, чтобы мы понимали, что вот ты сделала, и вот результат. С особой теплотой Айшат Магомедовна вспоминает свое первое место работы. По ее словам, это были самые сложные и самые интересные годы жизни. Со многими коллегами и пациентами из Вознесенской больницы она до сих пор поддерживает связь. Была я назначена заведующей детского отделения. Я, конечно же, вспоминаю, это было, с одной стороны, и очень сложно. Сразу после окончания это все-таки периферия, и не так, как, допустим, в столице, где есть разные специалисты. Тебе, когда ты находишься в селе, тебе приходится быть специалистом, и лор-врачом, и хирургом, и педиатром, и, в общем, специалистом широкого профиля, скажем так. Но я считаю, что это была хорошая школа для меня. Я набралась опыта. 21 октября 2022 года глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ о присвоении звания «Ветеран труда» Айшат Тимирбиевой. Это почетное звание отмечает профессионалов, которые отдали своему делу десятки лет. В семье Тимирбиевых уже есть ветераны труда. 3 сестры Айшат Магомедовны удостоены такого звания. Работают они в сфере образования. Пациенты и коллеги уверены, что Айшат получила такую высокую награду заслуженно. С Айшат мы работаем лет 12 совместно, как профессионал своего дела, как говорится, очень грамотный доктор она у нас, отзывчивая, никогда не отказывает пациентам в помощи, всегда в ответе за всех своих пациентов, грамотный, хороший специалист. Врач призван служить здоровью человека. На этих людях лежит большая ответственность, и отдавать этой нелегкой профессии всю жизнь могут только те, кто действительно любит свое дело. Зарема Ивлоева, Мухаммад Белакиев, Новости 24.